Также на днях на участке дороги Вилюй с 73 по 100 километр, где как раз проходит капитальный ремонт полотна, прошли сильные осадки с градом. Кроме того, наблюдалось интенсивное движение тяжеловесного транспорта. В социальных сетях стали писать о застрявших на трассе автомобилях. Как обстоит дело на дороге сейчас и что действительно стало причиной затора, узнавал наш корреспондент Александр Зубехин. 90 километров до дороги Вилюй. Именно здесь находится небольшой подъем в сторону Якутска. И именно на этом участке размокшую от дождя дорогу окончательно разбили большегрузы. Несколько легковых машин застряли в грязи. Это и стало причиной затора дорожного движения. Мы вовремя приняли меры реагирования, то есть поставили 2 бульдозера, машины растаскивали, и уже буквально через 2 часа проезд был открыт. Грузовые машины вообще не застревали. То есть, в сети почему-то появилась информация о том, что там застряли сотни машин. На самом деле это неправда. Строительная бригада справилась с проблемой быстро, всего за 2 часа. На данный момент участок дороги расчищен и проезд обеспечен в обе стороны. Проехать можно, считают водители. Почти каждый день езжу по Вилюйскому тракту. Ездит нормально, но там канавы больше. Трасса сухая, ровная. Ездить можно. Нормально все. Не застревается. Песчаная дорога останется недолго. Уже в августе, по словам специалистов, здесь должен лежать асфальт. Окончательно обновленную трассу планируют сдавать в октябре. Высота насыпи на данном участке составляет от 1,5 до 2 метров. Это необходимо, чтобы обеспечить водоотвод воды и поверхностный сток, ну и по критерию по снегонезаносимости. Ну, ширина дороги конечная будет составлять 10 метров. Общая ширина проезжей части в асфальтобетонном покрытии 7 метров и 1,5 метра обочина. По планам дорожников, уже к следующему году асфальт покроет трассу до Бердикистяха. Александр Зубехин, Дилус Иннокентьев, Горный район.